всколыхнувшие средний мир, сбалмутившие нижний мир, сотрясавшие верхний мир, незапамятные года, в изначальные времена, когда была создана Мать-Земля, с боевыми жилами, что порвать нельзя, с костяками, что сокрушить нельзя. 100 веков сражения вели, могучие изнемогли. Тихо спят сегодня они, озаренные вечным сном, устроившие свою немеркнущую судьбу. Добрый день, уважаемые коллеги и гости. 4000 лет назад под этим же небом жили люди, чья жизнь была полна вызовов природы. Эти люди были охотниками, воинами, хранителями традиций. Сегодня мы перенесемся в ту эпоху, чтобы увидеть, во что верили, как жили, как почитали своих героев, как хоронили вождей и воинов древние жители нашего края. Слово для приветствия предоставляется ректору Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амосова Анатолию Николаевичу Николаеву. Уважаемые коллеги и друзья, наконец-то настал день, когда мы можем посмотреть лицо прошлого. Ну и, конечно же, в преддверии Дня науки всех вас приветствую, поздравляю с этим нашим праздником. Если взять вот историю вообще образования данного музея, оно идет вот тогда, когда я только начинал свою работу, но я не археолог и историк, да, но и благодаря вот тому, что вот Анатолий Николаевич Алексеев, вот тот ректор, когда вот это все создавалось, был историком, археологом и вложил вот в этот музей свою душу, свою работу, свою энергию, да, и благодаря вот таким начинаниям мы имеем вот такие успехи вот и сейчас. Ну, конечно, если взять конкретно вот этого воина, специалисты более подробно расскажут, но уже все это начиналось более 20 лет назад, да, и не просто сейчас мы вот резко как вот того момента, который мы представляли, дошли, и через несколько месяцев представили, да, перед публикой. Нет, это вот совсем другой тип представления от данной находки. И данная находка, конечно, для Якутии была действительно очень уникальной. И это совсем другое время, совсем другая эпоха, и совсем другие герои, которые мы, может быть, по преданиям и так далее знаем. Да, вот этого героя преданиями даже мы не знаем. Но современные технологии позволили увидеть облик вот этого воина. И если взять датировки, да, то датировки, конечно же, впечатляют. Ну, почти 4000 лет. Это
историческом плане были очень большие перемещения вообще в Евразии, там переселение многих-многих народов. Там только становление той больших народов, которые мы сейчас знаем, это в европейской части. Конечно, мы знаем тысячелетние истории Индии, Китая, это может быть где-то сравнимо с этим, это может быть даже сравнимо с эпохой самого расцвета эпохи фараонов. Да, вот в это время, когда вот расцвет фараонов происходил, именно вот в Якутии, вот такой воин бегал, жил, что-то делал и так далее, да, и в течение вот тысячелетий он предстал перед нами. Мы до этого момента смотрели вот только доспехи, примерно где датировки и так далее заняли, да, но последние несколько лет при поддержке вот нового проекта «Приоритет 2030», при использовании новых технологий и при поддержке, конечно, наших коллег из Рановских институтов археологии, мы смогли восстановить облик. Конечно, это впечатляет. И я очень надеюсь, что в музее у нас еще не менее уникальные находки, да, и я очень надеюсь, что подобные пресс-конференции, представления, презентации будут уже в текущем варианте. Мы в течение ближайших лет будем представлять и представлять. И сейчас мы только приоткрываем некую завесу того, что будет интересно не только нам, историкам, не только это университетскому и научному люду, но и интересно всем жителям не только нашей республики, но и стране. Если взять в историческом плане того, что буквально 10 тысяч лет назад только у нас начали образовываться аласы, да, это вот во времена Голоцена и так далее, это вот где-то середина вот, образования вот, средне возрастных аласов, вот как раз вот в это время вот этот воин жил, и, наверное, вот в течение нескольких тысячелетий образ жизни не менялся, но если взять доспехи, да, то они костяные. Ну, тоже специалисты более подробно расскажут, да, там еще нет достаточно вот такого металла, но металл пришел позже. То есть вот этот переход мы, может быть, где-то найдем, и вот эти переходные возможности мы расскажем. Может быть, еще в будущем мы сможем сделать еще и генетику и так далее. Да? У нас была идея такая, чтобы на погребениях, на генетической основе и так далее сравнивать миграцию народов. Вот такой проект мы тоже с какой-то стороны подошли. У нас есть достаточно сильная генетическая школа. Может быть, в будущем, если какие-то результаты хорошие, достойные вот такого представления будут, мы вот эти успехи, вот это вот наши заключения или результаты мы позже представим. Но очень надеюсь, что университет станет достойным таким местом для того, чтобы открывать новые исторические грани нашего прошлого. Ну, спасибо всем, то, что пришли, и успехов, и удачи в презентации. Спасибо, Антоний Николаевич. Жизнь человека тогда была довольно сложной, и она зависела от силы и выносливости. И каждый воин был защитником своего племени, а его смерть — значимым событием и утратой для его соплеменников. Внимание на экран. Давным-давно, много тысяч лет назад, жил в этих землях воин и охотник. Его стрелы с каменным наконечником всегда достигали цели. Ни один зверь, ни один враг не скрылся от его зорких глаз. Племя любило и уважало своего воина. Он был защитником и кормильцем рода. И когда он был немощным, со сломанной ногой, община заботилась о нем и выходила. Заслуги его были столь велики, что люди наградили его достойным подарком. Искусный мастер племени создал из костей благородного лося невиданные доселе доспехи. Нелегко было вырезать кости каменным орудием, да и времени ушло немало. Но доспехи получились на славу.
Великий воин, как и все племя, оценил старания мастера, был восхищен его искусной работой. Долго служили костяные доспехи своему хозяину, не раз спасали ему жизнь и помогали защищать племя и весь род. Мы не знаем, как именно закончился земной путь великого воина, но, наверное, его смерть была славной, ибо столь ценные доспехи не оставили кому-то из живущих, но положили вместе с воином в могилу. Время не сохранило имя воина, но его доспехи дошли до наших дней. И вместе с останками великого воина они поведали нам о величайшем мастерстве и храбрости наших предков. Спасибо нашим партнерам кинокомпании «Сахафильм» за предоставленный ролик. Сегодня мы собрались здесь, чтобы представить уникальное погребение, уникальный памятник древности, погребение воина эпохи неолита Якутии, который жил здесь 4000 лет назад. И изучение которого позволило нам пролить свет на верование, на древнюю культуру, на мироощущение наших предков. И это открытие позволило нам заглянуть в далекое прошлое. И мы можем лучше понять, как жили, верили и умирали люди тысячелетия назад. Я приглашаю вас ближе познакомиться с историей открытия и изучения этой уникальной находки. И для этого слово предоставляется директору Музея археологии и этнографии СУФУ Лилии Ленгвардовне Алексеевой. Так, здравствуйте, дорогие гости. Я очень рада видеть вас на вот этом замечательном и долгожданном событии 3D-реконструкция погребения воина каменного века. Ну вот как уже было неоднократно здесь сказано, что погребение было найдено в 2004 году в 9 километрах от села Чурапча на высокой 10-метровой приозерной террасе. Погребение воина находилось на глубине от 7 до 35 сантиметров. Вот 7 сантиметров – это очень мало. И, конечно, вот то, что мы наткнулись буквально штыком лопаты на щит в нижней его части, но это, конечно же, большое везение. Погребенный был с ног до головы покрыт щитом. Щит состоял из более 100 костяных пластин. На щите сохранились каверны, пробоины от наконечников стрел. Даже на пластинах есть сами обломки наконечников стрел, которые можно будет увидеть вот в процессе этой презентации. В ногах лежал доспех. И состоял он из более 50 роговых пластин. В отличие от пластин щита, на них имелись сквозные отверстия. Из сопроводительного материала, которые были уложены с погребением, а лежали они у левой ноги, было найдено около 20 каменных изделий и 10 костяных фрагментов различных изделий. Вот интересной особенностью этого погребения является то, что все вещи, которые были найдены в этом своеобразном мешке, что ли, они все были очень старые, заношенные. И вот в результате дальнейших исследований выяснилось, что мужчина, который погребен, вот кардугенский воин, это мужчина довольно-таки зрелого возраста. Возраст его 40-50 лет. Вот в самом начале, если вот вы видите на картинках, погребение было разорвано, и у нас сложилось впечатление, что это очень, очень длинный человек, потому что вот 1,92 сантиметра. Но в конце, вот в результате антропологических исследований, которые нам проводили ученые из Новосибирска, выяснилось, что рост 165 сантиметров. Возраст, предполагаемый, что это все-таки пожилой человек, подтвердился – 40-50 лет. Более того, антропологи, исследовав погребение, сказали, что этот человек очень большой мышечной массы, что характер развития мышц свидетельствует о том, что это был воин-лучник. И не случайно вот с правой стороны у его ноги находится 17 каменных наконечников стрел.
Но вот это погребение своей уникальностью раскрывает возможность изучения не только похоронной обрядовости, но и социально-экономические аспекты того времени. Потому что вот находка человека, который полностью вооружен, у него есть костяной щит, у него есть доспех, свидетельствует о том, что этот период мэахтарского времени переживает глубокие потрясения. Идут какие-то события, связанные, военные события, потому что он выделяет воинов-вождей, а еще, по-видимому, появляется класс людей, которые вот эти доспехи могут сделать. Абсолютно интересен обряд, по которому он был погребен, потому что вот под головой был найден такой прогар. Антропологи исследовали и сказали, что его не положили, он был похоронен прямо вот в районе головы, было разведено кострище. И вот это погребение исследовалось 20 лет. И вот, как правильно сказал Анатолий Николаевич, мы вот представляем не вот сиюминутные исследования. Были проведены генетические исследования, первичные. Но я вот думаю, что в этом плане исследования должны быть продолжены. Пока мы можем только сказать вскользь, что это человек арктической расы, что по тем генетическим исследованиям того времени, пока мы не находим на территории Якутии людей, которые имели бы с ним хоть какие-то родственные связи. Ну и самое главное, 20 лет тому назад мы не могли себе представить о том, что через 20 лет мы увидим образ этого человека. В свое время, конечно, его внешность потрясена была, абсолютно уникальной. Большой череп, массивная челюсть. Очевидно, были видны, что это были сломанные кости. Как антропологи подтвердили, что это человек, претерпевший очень большие катаклизмы, имел многочисленные травмы, полученные или в ходе сражений, или вот в ходе прыжка с высоты, как вот нам сказали антропологи. И увидеть вот этого человека было бы, конечно, большое, для нас, что ли, счастье. И через 20 лет наука смогла прийти к этому, что вот сейчас мы сможем увидеть, каким был человек, живший 4000 лет назад. И еще в нашу бытность, когда мы копали это погребение, теперь мы можем еще его и увидеть. Поэтому разрешите сегодня вам представить 3D-презентацию реконструкции кардюгенского воина эпохи позднего неолита Якутии. Эта презентация называется не случайно «Лицом к лицу с прошлым», потому что сегодня мы действительно сталкиваемся с далеким прошлым. Прошу внимания. На основе радиоуглеродного датирования был поставлен возраст, вот здесь написано 2,5–2000 лет до нашей эры. С правой стороны у погребенного лежало, тесло. После завершения археологических раскопок кардюгенский воин представлен был в экспозиции нашего музея. В течение 20 лет он вызывает большой интерес у посетителей. Мы постарались воссоздать вот все погребение так, как оно было найдено. И сохранность вот этого погребения позволяет, конечно же, хорошо это сделать. Но на данный момент вот это погребение одно из самых уникальнейших и полных на территории Якутии и в сопредельных территориях. В 2023 году мы заключили договор с Институтом этнологии и антропологии РАН о воссоздании облика кардюгенского воина.
с помощью 3D-сканирования нам удалось зафиксировать мельчайшие детали черепа, и всего костяка. Самым сложным было, конечно же, сделать вот эти пластины, потому что в течение времени пластины были изогнуты. И для реконструкции, конечно же, их нужно было выпрямить. И вот как раз 3D-реконструкция дает нам эту возможность. Пластины доспеха. Реконструкция была проведена по известной методике Михаила Михайловича Герасимова. Вот, современные технологии позволили вот этот процесс реконструкции привести в виртуальную среду. Самым сложным в этой реконструкции являются маркеры глубины мягких точек, которые как раз позволяют определить антропологический тип этого человека. На экране как раз показаны эти точки глубины мягких тканей. Одним из сложнейших процессов показать, каким же был нос. И на основе всех данных создается общая сетка головы. Она является основой для дальнейшей реконструкции. По методу Герасимова проводится скульптинг лица. На экране как раз показаны, как формируются мышечные массы, глаза. Я хочу сказать, что в процессе 3D-сканирования был полностью восстановлен, сканирован костяк. И все, что вы увидите, собственно говоря, это результат работы и этой большой работы, которая была приведена, и это точная 3D-копия того человека, о котором сегодня идет речь. Но это предварительный такой вариант. «3D-сканирование» позволяет восстановить облик и сделать такой скульптурный, облик нашего воина. Каким он мог быть. Мы сделали реконструкцию, небольшую модель этого воина, и наша художница, она раскрашивает. Ну а сейчас, дорогие коллеги, дорогие гости, разрешите представить вам образ кардегенского воина эпохи позднего неолита. Вам предстоит увидеть человека, который жил 4000 лет назад. Тысячи лет назад жил великий воин с доспехом, состоящим из более чем 100 пластин, 50 пластин, с щитом из более чем 100 пластин. И мы постарались показать, каким все-таки этот был человек. Спасибо большое Лилии Ленгвардовне за такой интересный рассказ. И спасибо нашим коллегам из Музея этнологии и антропологии РАН за уникальную возможность, которую они нам представили. Сегодня мы заглянули с вами в прошлое, лицом к лицу оказались с человеком, который жил там, где мы сейчас живем, 4000 лет назад. И это для нас очень большая возможность заглянуть в прошлое и увидеть то, что мы никогда не видели. И это все сделано с помощью современных технологий.
В завершении нашего с вами вечера мы хотим поблагодарить всех, кто сделал этот момент ближе к нам, да, кто сделал этот момент вот, ну, ближе, да, реальным, да, и что мы сегодня здесь собрались. Это много исследователей работало над этим проектом, это археологи, историки, антропологи, физико-технический институт и все те, кто внес вклад в сохранение и изучение этого уникального объекта. И, конечно же, большая благодарность нашим партнерам, партнерам нашего университета. Это Институт этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая Российской академии наук и кинокомпания «Сахафильм», которая вот, помогла нам представить этот образ и этот обряд, да, сегодня.